прикольно. То есть я 1,5 часа стримил, но я не начал трансляцию. Вот, остановил ее ненадолго, а потом она просто пропала, потому что я перестал стримить. В общем, я ее не выгрузил. Но это ничего страшного, потому что у меня нет зрителей, но хочу заметить, что сам факт съемки, он удивительно положительно влияет на работоспособность. То есть я с 7 занимался фонетикой, да, смотрел фонетический курс, просматривал какие-то примеры, повторял, да, и, повторял слова. Tackle. Tackle, tackle, tackle. Вот, читал, искал в словаре entries различные. Ну, прикольно, прикольно. Мне нравится такой формат стримов. Это добавляет работоспособности, поскольку у меня она отсутствует напрочь. То есть я не могу ничем заниматься. Не знаю, то ли из-за отсутствия дисциплины, то ли из-за неспособности к сосредоточению. Но сам факт наблюдателя в виде камеры, да, которая записывает в реальном времени все, что я делаю, она как-то собирает, ну, я не знаю, как это, то есть это, э, ну, я походу совсем, так сказать, человек не свободный, поскольку без наблюдателя, получается, я сам не способен с собой управлять. Это интересное наблюдение. Но со стримом, то есть 1,5 часа изучения английского языка, знакомства с материалом, а в системе Куринского очень важную роль отыгрывает именно сам факт соприкосновения с материалом. То есть не то, чтобы мне надо было что-то изучить, пересказать, но скорее познакомиться, поскольку знакомлюсь я уже не первый раз, но все-таки решил начать с нуля, то есть с проходов фонетики. Вот, прошел часть гласных, почитал немного. Вот. Можно заняться и чем-нибудь другим, например, добычей лексических единиц. А, Как это делать? Ну, не знаю. Можно по-разному. То есть можно о чем речь, собственно. Есть система работы с конкретными существительными, вот, которая заключается вот в следующем, собственно. Вот я думаю, что я начну с вот таких списков по 25, скажем, не по 100. Надо вот это, значит, сделать вот так вот. Оп, хорошо. То есть для того, чтобы работать, надо определенным образом сконструировать первоначальную и первоначальный список образов первого порядка образов, то есть такие образы, которые первыми приходят в голову на определенный закодированный алфавит, определенным образом закодированный алфавит, произвольным, но определенным, то есть не без какой-либо цели, просто ну, вот у нас под номером 1 буква L, да, согласная. Мы кодируем на согласные, поскольку гласные у нас, в принципе, тут не важны. Вот. Потом ПБ, ТД, ну, шипящие разные, ФВ, Н, М, К, Р, ну и опять вот Л, да, 0 это С. Ну и там еще ряд других букв. То есть вот у тебя есть буква L и S, придумай образ,
ну, лисица, да, лыс. Вот, потом идет, собственно, добыча лексических единиц для последующей работы. Они должны быть ну, неизвестны тебе и ну, неочевидными. То есть, вот, например, интересное слово shaft. Shaft. Я понятия не имею, что это значит. Shaft. Shaft. Кстати, есть у нас также и возможность послушать, как оно звучит. Shaft. 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 Hard. 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 Shaft. Shaft. Или это типа Shafts. shaft. Это, наверное, British и American English. Так, shaft. Long, thin piece of wood or metal that forms part of a spear or arrow or is the handle of an axe. То есть это древко, да, древко. Вот у нас это первое определение. Пол, да, ну то есть палка, на которой что-то крепится. Это, но древко больше подходит. A rod or bar in a machine, for example, in a car engine that turns around and round in order to transfer power or movement. Вообще не разбираюсь в машинах и в их внутрянке. Какая-то передатчик, да? For example, in the car engine that turns round and round in order to transfer power. Но он передает, типа, что-то шафт. Надо разобраться с этим. Пропеллер шафт. Как это читается? Пропеллер. Как у Карлсона, наверное. Propeller. Пропеллер. Propeller. Пропеллер. Propeller. Охренеть. Propeller. Propeller. Окей. Long, narrow, usually vertical passage, for example, one that forms an entrance to a mine or one in which a lift goes up and down. То есть passage это что? Passage. Passage. Passage is a long, narrow space with walls or fences or both sides. Чего, какого хрена? Ну, типа, passage is a long, narrow space. Длинное, узкое пространство. Ну, путь, точно. Harry stepped into the passage and closed the door behind him. Или проход, коридор. Какого хрена? Так, проход, да. Passage. Ну, passage вот можно и не записывать, да? А вот anthem и флог уже были записаны. То есть, ну, можно записать древко, да? Древко. Древко. И shaft. Shaft или как?
shaft, Shaft. А. Вот, кстати, можно бы было и посмотреть, да, как тут это все делается. Есть у них такой звук? Или был сначала? Наверное. Ладно, лучше попозже. То есть шафт, да. Вот его мы потом свяжем с самолетом, с летаком Ту-24 или как он там. Вот. Slender spear was whose shaft was polished from so much use. Ага, окей. Ну, можно продолжить. То есть просто буду натягивать что-нибудь из толкового словаря. Severe. Severe. Я, кстати, severe. Это не конкретное существительное, оно нам не подходит, но просто интересно. severe, Severe. You use severe to indicate that something bad or understandable is great or intense. Undesirable, something bad or understandable. Undesirable is great or intense, severe. A business with severe cash flow problem. A business with severe cash flow problems. Я не понял, если честно. Что это? Серьезный. Severe. Intense. Ну, что-то очень плохо, да, то есть серьезно плохо. Severe. А вот severance это several. А вот что? Severance, pay is money that a firm pays its employees as compensation when it has to stop employing them. Окей. Severance pay. Settled. Ну, можно просто куда-нибудь в случайное место, да, отправиться вообще. Overhaul. Сплошные какие-нибудь эти. Noun. Overemphasize. Ничего себе, какое слово. Emphasize это выделить, а overemphasize это перевыделить или что? Overemphasize. Что это вообще значит? If you overemphasize something, you give it more importance than it deserves or than is considered appropriate. Ну да, переоценить, да. Но overemphasize, окей. Overpowering. Overshadow is something such as a mountain or a tall building overshadows a place. It is close to the place and much higher than the place. Ну, то есть накрывало, да, типа закрывало солнце. Opinion. Мнение. Оперетта. Ну,
Вот как сложно найти конкретное существительное в английском языке, которое ты не знаешь. На самом деле это не так просто. То есть надо искать, это поиск, это наш гриб, да, который надо найти и получить удовольствие от его обнаружения. Onion, onion, onion это лук. Onion. Вот onion, Onion. onion, onion. An onion is a round vegetable with a brown skin that grows underground. Ну, короче, это лук. One woman. Ничего себе, что это значит? Ага, то есть это как одного актера, только одной женщины, да? Перформанс какой-то. Вот. Ну да, пока ты ищешь какой-нибудь а, единицу языковую, то в принципе ты наталкиваешься на что-то знакомое, на что-то тоже знакомое. If you meet something, you do not include it in an activity or piece or work. Ну, то есть избегать или исключить, да. Ну, это буква, да, алфавита такая, омега. Омега. Что вот это за дифтонг? Как он читается? Omega, Омега. omega, Омега. Почему бы не сказать омега, как на нормальные люди? All, или вот это вот вообще не знаю, что это. Ну, интересно, интересно. Oh. All. Кстати, идет ли стрим? Да, конечно, жаль, что первый стрим не попал. Первая часть стрима. Но попадет вторая, все равно ни одного зрителя нет. Ну и слава богу. Как бы, если вы сюда зашли, то вам здесь не рады, уходите. А, Олеандр. Что? Надо дифтонги пройти. Oleander. 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 And oleander is an evergreen tree or... Вот, кстати, что это за слово? Пойдем его потом искать. Shrub. That has white, pink or purple flowers. Oleander grows in Mediterranean countries and in some parts of Asia and Australia. А что это такое олеандр? Ну, это оно так и называется по-русски олеандр. Олеандр, ну да, что-то у меня так. Как оно выглядит? И оно вечно зеленое, да? А что это? Evergreen tree? То есть это дерево? Или shrub? Shrub. Oleander. Oleander. Ну, кстати, можно for the sake of pronunciation, да, просто добавить. Пусть будет. И пойдем искать наш shrub. Shrub. P-Q-R-S. О. S-H-R-U-B. Да. Shrub. Чтобы сейчас не забыть. Постоянная проблема. S, C, H у нас дальше. S, shrub. Так, помню.
Soft. Где у нас H у нас? Есть вообще? Ш. Ага, потом R надо найти, да? Это уже далеко. Что ты будешь делать? Shrubbery. Shrubbery. Вот близко, наверное. Shrill. Shriek. Shrew. Как много интересных слов, которых я никогда не знал вообще. Shreds. Вот это shrubbery, оно как бы похоже. Может оно так и тут и есть, да? Shroud. TUV. Shrubbery. Shrub. Вот оно. Is a low plant like a small tree with several woody stems instead of trunk. There are many different kinds of shrub. The pale lilac, what the fuck? Lilac. Lilac. Lilac tree. То есть lilac or lilac tree is a small tree which has purple, pink, lilac. Что это такое? Бузок. А как это? Сирень. Да? Всегда знал, что это сирень. Никогда не знал, что это бузок. Ну, правильно, да? Сиська. Сирень, да. Очень прикольно. Вот. То есть таким образом сирень или сирень. Сирень. Сирень и shrub. А все-таки что это? Кустарник, да, то есть это такое недодерево, перетрава, что-то между кустарник. А что у нас является вечно? Олеандр — это вечно зеленый кустарник, shrub. Да? А куст и кустарник — это одно и то же? Так, куст и кустарник. Разница. Официальная жизненная форма многолетнего растения слово куст чаще встречается как обиходный синоним или обозначает отдельный экземпляр. Разница между ними что наушники? Не понял, что это? Is the most Нет. important vowel in English. Ну ладно. Так, стрим идет, да? Да, вы в прямом эфире. Или нет? Да вроде да. Да. Вот таким образом, собственно, у нас один из способов добычи слов, там, лексических единиц, как говорит Куринский. Strap, кустарник. Strawberry, с травы бери, точно, то есть ягода, да? Вот. Как же я не догадался. Strawberry. Это же, да? Или это не strawberry? Или это strawberry? Shrubbery. Shrubbery. Это не strawberry, это shrubbery. Shrubbery is a part of a garden where a lot of shrubs are growing. То есть shrubbery — это такая часть сада, где растет много шрабсов, вот этих кустарников. Интересно.
Интересно вот это вот слова, начинающиеся на «ш». Можно их, кстати, тоже тут посмотреть. Шрубиш. Шрубиш. Интересно, что это? Шрубиш. Какой это у нас вообще уровень владения таким? Shrewish. 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 Bad-tempered. Shrewish woman is very bad-tempered or mean. An offensive word. Shrewish. Very bad-tempered. Tempered это что? Извиняюсь. Закаленный. Shrewish. Shrewish woman. Типа умелая, да? Я понял, по-моему. Ужас. Опытная. Is very bad-tempered. Сварливая женщина. Это очень сварливая или злая женщина. Оскорбительное слово shrewish. Ну да, то есть лучше так людей не называть. Shrewish. Shrubbery. Shower-proof. Shower. Как? Так, ну учиться читать по транскрипции я сегодня точно не буду. Showerproof. Showerproof. Shower-proof. Что? Showerproof. Не, давай в следующий раз. Я тебя не подвезу. Давай просто тебя сюда выпишем. Так, окей. Showy. Showy. Или showy. Или showy. Showing. Showery. Showery. Да? Чё? Не понимаю. Надо дифтонги пройти отдельно. Showery. 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 If the weather is showery, there are showers of rain, but it doesn't rain all the time. It is looking rather showery and not as windy. Ну, то есть, типа, дождик небольшой, да? Окей. Наверное, хватит на сегодня, пожалуй, с английским. Что это значит? Почему? Вот бы еще с этим всем разобраться, да? Или что это? Ага, ну... Тут я все еще работаю. Ага, это все-таки часть стрима, вторая. Первая канула в лето. Ну и ладно. Не очень-то их